В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. На этой неделе было множество новостей, достойных пристального внимания и экспертных оценок. В их числе визит в Абхазию министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова с инспекцией объектов, строительство или реконструкция которых проводится в рамках инвестпрограммы по социально-экономическому развитию Абхазии. Важным событием недели стало также принятие проекта республиканского бюджета на 2018 год на заседании правительства Абхазии, которое состоялось 15 ноября. Значимым культурным событием Абхазии стал международно открытый 11-й Северо-Кавказский фестиваль кино и телевидения «Кунаки», который проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября. В рамках конкурсной программы фестиваля ежедневно проходят показы кинокартин, созданных авторами из различных стран. О главных событиях недели подробнее в обзоре Ирины Аршба. В Абхазию с рабочим визитом прибыл министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Цель визита – осмотр объектов, восстанавливаемых в рамках инвестпрограммы, и обсуждение вопросов проведения межправкомиссии, которая состоится 8 декабря. Первый объект, который осмотрели министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц – электроподстанция 110 киловольт Гагра-1. Здесь уже более полугода проводится модернизация подстанции и распределительной сети. Первый этап работ будет завершен уже к Новому году. В апреле месяце следующего года будет завершен второй этап. И если ранее мощность подстанции была всего 20 тысяч киловатт, то в ближайшем будущем, благодаря установке двух трансформаторов по 25 тысяч киловольт-ампер каждый, ее мощность составит 50 тысяч киловатт. На побережье города Гагра идет строительство новой гостиницы за счет заемных средств российских банков. Но все инфраструктурные сети, электричество, водопровод, канализация и дороги будут проложены за счет инвестпрограммы. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов подчеркнул, что очень важно, что в республику приходят частные инвесторы. По словам Льва Кузнецова, вклад в развитие инфраструктуры – это вклад в будущее, так как развитие инфраструктуры имеет большое значение для привлечения инвесторов. Следующий объект – Гагарская первая школа. Работы здесь начались в июле месяце. Сметная стоимость проекта с оснащением и мебелью – 377 миллионов рублей. Работы ведет госкомпания «Апснаргылара». На всех трех объектах в Гагре идет реальная работа, и это радует, отметили Лев Кузнецов и Беслан Барцыц. На трех объектах мы видим реальную работу, что не всегда раньше мы сталкивались. Мы дальше посмотрим, что объекты. Это как раз была позиция руководства республики. Они говорили, что сегодня есть понятные строители, понятные объекты, социально значимые с точки зрения сегодня потребностей и бизнеса, и общества. И отрадно, что мы видим, что эти планы на тех объектах, которые мы увидели, выполняется. При этом очень важно, что мы видим не только объекты, которые строятся за государственные деньги, но для нас очень важно было приход частных инвесторов, когда люди, веря в свою республику, начинают тратить свои кровно заработанные деньги, при этом в объекты завтрашнего дня. Наверное, трудно переоценить значение этого объекта. Как вы знаете, у нас с 2012 года было на капремонте. Один блок этой школы был только задействован под учебный процесс, и это очень сильно мешало учебному процессу. Ситуация была тяжелая, дети начали покидать школу. И, как видите, сегодня идут работы активно. И школа, которую так очень ждут жители этого микрорайона, жители города, района в целом, она будет качественно, успешно в сроки сдана. В Сухуме посещение объектов началось с проверки 8-этажного дома по улице Басария. Во всех 6 подъездах были заменены лифты. Лев Кузнецов проделанной работой остался доволен. Затем делегация посетила Абхазский государственный университет, восстановленный по комплексному плану социально-экономического развития Абхазии. Проделанной работой в АГУ Лев Кузнецов остался недоволен, как во дворе, так и в самом здании. Такую работу принимать и ставить подпись нельзя, сказал министр. Лев Кузнецов отметил, что необходимо устранить все недоделки в кратчайшие сроки. Рабочая поездка министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова завершилась совещанием по вопросам социально-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, в том числе по вопросу проведения межправительственной комиссии, которая состоится 8 декабря текущего года. Президент Рауль Хаджимба встретился с Львом Кузнецовым. На встрече обсуждались вопросы реализации инвестпрограммы на 2017-2019 годы, в частности, осуществленные мероприятия и вопросы проведения мероприятий в 2018 году.
На очередном заседании Кабинета министров члены правительства утвердили проект закона Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2018 год. Общий объем бюджета по доходам составляет 9 миллиардов 501 миллион рублей и по расходам 9 миллиардов 602 миллиона. Таким образом, дефицит составил около 100 миллионов рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2018 год утвержден правительством в сумме 7 миллиардов 432 миллиона рублей. Из них доля финансовой помощи Российской Федерации на социально-экономическое развитие страны 2 миллиарда 671 миллион. И еще 1 миллиард 620 миллионов будет направлен на осуществление бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Все дотации, которые предусмотрены бюджетом, направлены на поддержку местных бюджетов и финансирование заработной платы в таких сферах, как здравоохранение, образование и культура. Объем дотаций составит порядка 640 миллионов рублей. В 2018 году увеличатся расходы на социальные выплаты. 200 инвалидов первой группы со второго полугодия 2018 года будут получать 20 тысяч рублей ежемесячно. Увеличены и пособия многодетным семьям. В сфере здравоохранения, национальной безопасности и правоохранительной деятельности также предусмотрено увеличение расходов. При этом около 50% расходной части бюджета уходит на выплату заработной платы. В Народном собрании Абхазии прошла встреча депутатов с министром внутренних дел Гари Аршба. Встреча была организована парламентским комитетом по обороне и безопасности, возглавляемым депутатом Ильей Гуни. Гари Аршба рассказал о состоянии дел в сфере правопорядка и борьбы с преступностью. Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью Министерства внутренних дел. 11-й Северо-Кавказский международный фестиваль кино и телевидения «Кунаки» открылся в Сухуми. Для участия в фестивале профессиональной комиссии были отобраны лучшие фильмы 50 режиссеров разных жанров и тематики. На фестивале были представлены 4 картины об Абхазии, среди них фильм абхазского режиссера Эсмы Хуркмал «Самурзаканцы». Также в рамках фестиваля прошли традиционные мастер-классы и дискуссионные круглые столы. 17 ноября в Абхазии был создан Международный Кавказский клуб. Учреждение клуба стало итогом работы форума «Кавказ в контексте глобализации», в котором приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса. На форуме выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба, который отметил необходимость укрепления культурных и научных связей Абхазии не только с республиками Северного Кавказа, но и с другими странами. Он также выразил надежду, что создание подобной площадки даст новые возможности для выражения своей позиции каждой республики на территории Кавказа. Еще одним важным событием недели стало подписание международного соглашения о сотрудничестве в области культуры между Министерствами культуры Абхазии и России. Подписание состоялось 17 ноября в Санкт-Петербурге в рамках 6-го Международного культурного форума. Свои подписи под документом поставили министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и министр культуры России Владимир Мединский. Соглашение призвано определить дальнейшее развитие культурных связей между Россией и Абхазией. В плане совместных мероприятий 2018 года многие проекты будут посвящены десятилетию признания независимости и государственного суверенитета Абхазии России, сказала Эльвира Арсалия. Также план мероприятий на 2018 год будет основываться на программе обменных гастролей театров и музыкальных коллективов. Еще одним, безусловно, важным событием недели стало введение временной администрации в Сберегательном банке Абхазии, работа которой продлится до середины мая 2018 года. Как объяснили в Нацбанке Республики, данная мера вынужденная и предпринята в связи с тем, что Сбербанк является главным системообразующим банком Абхазии. Исправить финансовое положение Сбербанка, давно терпящего убытки, главная задача временной администрации. Как будет выполняться эта задача, а также как это решение отразится на обслуживании клиентов банка, мы побеседуем с нашим гостем в студии, председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателия. Здравствуйте, Беслан Владиславович. Здравствуйте. Временная администрация по управлению Сбербанком введена с 13 ноября этого года. Прежде чем мы начнем нашу беседу, я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели сюжет о целях и задачах этой администрации, так как это увидела наш корреспондент Алика Трапш. Пожалуйста.
Сбербанк – это крупнейший системообразующий банк республики. Чтобы в короткие сроки вывести банк из зоны убытков и сделать его современным, динамично развивающимся банком с клиентоориентированной политикой, председатель Банка Абхазии Беслан Баратели распорядился создать Временную администрацию по управлению Сбербанком Абхазии. Временная администрация по управлению Сбербанком введена с 13 ноября 2017 года по 13 мая 2018 года. В ее состав входят 5 служащих Нацбанка под председательством Давида Салия. В первую очередь мы нацелены на недопущение просрочки оплаты платежей клиентов. Второе – это работа с задолженностью и в том числе взыскание всех обязательств по договорам обеспечения. Реструктуризация задолженности будет, скорее всего, на более долгий срок. Поэтому задача сейчас основная – это избавиться от задолженности по оплате бюджета и по внешним платежам. Главной причиной ввода Временной администрации в Сбербанк Абхазии стали большие убытки, которые нес банк на протяжении долгого времени. Сумма составляет более 500 миллионов рублей. С вводом Временной администрации полномочия руководителя Сбербанка Тимура Бганба были на месяц ограничены, а через месяц будут полностью приостановлены. Так как Сбербанк Абхазии является полностью подконтрольным государству, это финансовое учреждение не может быть объявлено банкротом. Потому Временная администрация намерена провести целый ряд мер с целью финансового оздоровления банка. Мы планируем начать с внедрения новых продуктов. Это будет новый вклад, он будет срочный, на очень выгодных для клиентов условиях. Временная администрация включает в себя специалистов разных направлений, это юридическое, экономическое, аналитики и кредитное направление. И мы работаем с тем, чтобы интерес у клиентов банка оставался и он был неизменен. Учредителем и единственным акционером Сбербанка Абхазии является государство в лице Нацбанка страны. И вся работа Временной администрации будет проходить под его контролем. В настоящее время активы Сбербанка Абхазии составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы страны. В течение 6 месяцев Временная администрация намерена провести полное финансовое обследование банка, существенно сократить расходы, а также предпринять все предусмотренные законом способы и механизмы для взыскания просроченной задолженности, разработать новые продукты с высокой доходностью. Аля Катрапш, Астамур Гожба для событий недели. Беслан Владиславович, обследование банка будет длиться 6 месяцев. Что войдет в эти мероприятия? Как было сказано, Сберегательный банк Республики Абхазия, он является государственным банком. Очень многие люди задают вопрос часто о том, почему он называется коммерческим, то ли он коммерческий, то ли государственным. Я бы хотел объяснить, что он является коммерческим с точки зрения того, что его главной задачей как банка является максимизация прибыли. Но единственным собственником этого коммерческого банка является государство на 100%. Поэтому он единственный государственный коммерческий банк Республики Абхазия. И, к сожалению, у нас, не считая Агробанка, он единственный банк, который демонстрирует убытки на протяжении очень многих лет. И это недопустимо с точки зрения развития банковской системы. Как было сказано в сюжете, на активы Сберегательного банка приходится почти половина всех активов банковской системы. Поэтому от состояния банка сберегательного зависит состояние банковской системы страны в целом. Более того, мы понимаем, что это банк, который клиентоориентированный, обслуживает огромное количество пенсионеров, огромное количество бюджетников, в отличие от многих других коммерческих банков. И поэтому проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, они не могут продолжаться бесконечно. Мы наблюдаем ситуацию, при которой увеличиваются сроки по платежам, накапливаются задолженности в бюджет и так далее. После того, как была проведена проверка, в этом году, не дожидаясь даже результатов, было принято решение о введении временной администрации. Я бы хотел объяснить, что временная администрация – это не проверка банка, это совсем другое. Что означает временная администрация? Это означает, что
Национальный банк занимается регулированием и управлением процессов коммерческого банка Сбербанк. Решением Национального банка управление в сберегательном банке переходит в руки этой администрации. Руководитель сберегательного банка, его полномочия приостановлены до 13 декабря, а в соответствии с трудовым законодательством нужно предоставить месяц до завершения работы. А с 13 декабря будет расторгнут полностью трудовой договор. И вплоть до лета следующего года руководить сберегательным банком будет исключительно временная администрация. Это, по сути, сотрудники Национального банка Республики Абхазия, которые вахтовым способом будут работать. Может быть, случится так, что в течение месяца полностью поменяется состав временной администрации, потому что это на самом деле очень сложная задача, ведь они параллельно с тем, что занимаются работой в сберегательном банке, они не оставляют работу в Национальном банке. И, по сути, управление сберегательным банком происходит, можно сказать, с Национального банка Республики Абхазия. То есть буквально ежедневно сотрудники временной администрации, возвращаясь после рабочего дня в Национальный банк, отчитываются мне о проделанной работе, анализируют прошедший день, устанавливается режим работы завтрашнего дня, и таким образом в ручном режиме идет огромная работа, и мы поставили перед собой задачу к середине следующего года, как мы планируем, к окончанию работы временной администрации, вывести сберегательный банк из зоны убытков и сделать его эффективным, прибыльным банком. По итогам этой недели, которая прошла, мы во всяком случае добились того, что ни одна платежка не задержалась. Все платежки этой недели, которые были, значит, со стороны клиентов, они прошли без задержки ни в сторону клиентов, ни в сторону, значит, государства, государственного бюджета. Ежевечерне у вас проходят консультации с новой администрацией Сбербанка. Какая основная проблема вырисовывается вот в этой ситуации? В этой ситуации основная вырисовывается проблема – это большой объем убытков, который сложился в сберегательном банке за огромное количество. Это больше 500 миллиарда рублей. А что такое убыток в 500 миллиарда рублей? Это означает, что практически остатки средств клиентов уменьшаются на эту сумму. И банку тяжелее обслуживать своих клиентов и, соответственно, осуществлять платежи. Это главная проблема. Вторая проблема – это огромный, гигантский портфель невозвратов со стороны, значит, клиентов, которые брали в свое время кредитов. Мы сейчас очень жестко будем этим заниматься, плотно обращаться в различные органы, которые должны заниматься возвратами кредитов, исполнять решения судов и так далее. Хотя я могу сказать, что мы видим, что последние несколько дней сами заемщики, некоторые из них вообще забыли о том, что у них были кредиты. Вот настолько все запущено было, стали возвращать деньги. Но мы дадим по итогам администрации публичную огласку всему тому, что произошло. Это решения судов, по которым вынесены решения, они не являются уже банковской тайной. То есть многие спрашивают, назовите фамилии тех, кто взял кредит и не вернул и так далее. Если клиент взял кредит в банке, его обслуживает, то он защищен банковской тайной, и я не имею права разглашать информацию о том, что человек взял кредит, клиент его обслуживает и так далее. Но если клиент взял кредит и его не обслуживает, и есть решение суда, то он уже не защищен банковской тайной, поэтому, пожалуйста, эта информация публичная. Мы дадим время всем клиентам вернуть деньги, но если этого не будет, то, соответственно, сделаем масштабную такую государственную акцию по возврату денег со стороны тех, кто не возвращает их банку. Помимо этого еще есть проблема в банке. Это огромный штат сотрудников. Часто неэффективны. Поэтому с 1 декабря мы всех переводим на ИО, всех сотрудников сберегательного банка. И начиная с нового года будем в штучном порядке отбирать тех, кто принесет пользу банку, является ли он эффективным. Достаточно жесткая мера для людей. А мы, к сожалению, не можем, потому что это коммерческий банк, это не благотворительная организация, и поэтому мы должны исходить из того, какую пользу тот или иной сотрудник приносит
данной организации. Вы говорили о том, что ситуация в Сбербанке накапливалась не один год, не одно Да. десятилетие. Почему именно сейчас и почему какие-то меры не были приняты раньше? Значит, меры на самом деле приняты были первый раз в 2015 году. Меры, связанные с оздоровлением ситуации. Контракт трудовой председателя банка был закончен в прошлом году, но контракт был 5-летним. В прошлом году мы изменили условия контракта с руководителем Сбербанка и пересмотрели срок контракта, сделали его на 1 год, то есть не на 5 лет, а на 1 год. В последнем контракте были поставлены задачи перед руководителем Сбербанка, которые он должен был решать в течение этого года. Но так как эти задачи не решались, мы вынуждены были вводить временную администрацию и с 13 декабря досрочно прерывать трудовые отношения с руководителем. Из-за мероприятий, которые планирует проводить временная администрация, были названы существенное сокращение расходов, способы взыскания просроченной задолженности, искать новые, да? Объясните, что значит существенно сократить расходы и как это можно в такой ситуации? Для того, чтобы банк стал прибыльным и эффективным, мы изучили структуру расходов сберегательного банка и увидели, что самая главная статья расходов – это, первое, заработная плата, потому что в банке работает огромное количество людей, и фонд заработной платы превышает около сопоставим со 100 миллионами рублей в год, это достаточно большая сумма. Соответственно, будет сокращение, я думаю, ориентировочно, может быть, процентов на 20. Ориентировочно процентов на 20. Это как бы первая статья. Вторая статья – это сокращение операционных расходов. Это содержание помещений ненужных, автопарка, сокращение по выездам, оптимизации по выездам инкассаторов и так далее. То есть есть основные статьи расходов банка, и по каждой позиции будем думать, где можно сокращать расходы так, чтобы это не нанесло ущерб банку с одной стороны, а наоборот повысило его эффективность. Особенное внимание мы будем уделять работе операционного зала. Мы намерены, во-первых, утвердить форму одежды для тех, кто работает с клиентами, это будет сделано в ближайшее время, установить мониторы оценки качества обслуживания. И по результатам месяца будет видно, как клиенты оценили твою работу. И будет принято решение поощрять заработной платой, давать ли премию сотруднику или наоборот объявлять выговор, увольнять. После проведения всех мероприятий, запланированных, после обследования и поисков путей решения проблем, когда вы начнете внедрять какие-то там механизмы для того, чтобы повысить эффективность этого банка, как этот банк будет дальше работать с людьми? Я имею в виду, насколько он будет, допустим, помогать людям получить кредит, в каких-то других ситуациях, когда люди вынуждены обращаться в банк или должны обратиться в банк и прочее. Потому что, насколько мы знаем, сейчас даже просто получить какие-то там потребительские кредиты, небольшие кредиты, даже на небольшие предприятия индивидуальные, да, не всегда легко. Вы абсолютно правы, задавая такой вопрос. У нас в Абхазии практически нет банка, который специализируется на рознице. И я, например, вижу сберегательный банк как розничный банк, для которого самый главный клиент – это граждане, простые люди, там, бюджетники, пенсионеры, у которых небольшие доходы. Ну, безусловно, и предприниматели тоже, и VIP-клиенты, понятно, но мы хотели бы особое внимание уделить работе с физическими лицами. Я хочу объявить о том, что со следующей недели, со среды, это будет пока только в 2 местах, в городе Сухом и в городе Гагра. В Сухом это будет на проспекте напротив Переговорной, в городе Гагра это в центральном офисе Сбербанка. Будут установлены места, где граждане Абхазии, но клиенты сберегательного банка, хочу обратить внимание, ведь мы говорим о
банке. Речь идет о пенсионерах и бюджетниках, которые получают начисления на карту АПРА. Они имеют право прийти и записаться на получение кредита. Этот процесс будет прозрачным. Могу обещать следующее, что будет введен журнал записи. То есть приходит гражданин, человек в эту кассу и говорит: я хочу получить кредит, значит, по карте АПРА. Ему предоставляется журнал, где показаны свободные места, на день будут установлены лимиты на получение кредитов. Например, на сегодня, на завтра и на послезавтра все занято. Предложат свободные дни. Человек выбирает удобный для него день, записывается, расписывается, чтобы не было возможности кого-то по звонкам или по блату вписывать в этот журнал. Человек заключает договор с Сбербанком, гражданин, и уходит домой. Единственное, что ему остается, это только ждать. Наступает этот день, о котором была достигнута договоренность с банком, и ему на карточку начисляется кредит в размере 6 зарплат. Условия такие, как и были раньше. Максимальный размер кредита составляет 6 месяцев, 6-месячный объем зарплаты или пенсии, но обязательно требуется поручитель. То есть, по сути, ничего нового, кроме вот этой учетной записи. Параллельно с этим мы ввели новый продукт, которого раньше не было там же. В чем его смысл и для чего он был введен? Как показала практика, большое количество людей, очень большое, нуждаются в кредите, они имеют карты АПРА и пенсионные, и зарплатные, но им нужно получить кредит срочно, они не могут ждать месяц или 2 недели или 1,5 месяца, всякие жизненные обстоятельства могут складываться, им нужно кредит завтра, послезавтра получить, да? И таких людей очень много. Либо, вторая ситуация, человек готов взять кредит, но у него нет поручителя. Либо не может найти поручителя, либо ему неудобно кого-то просить поручаться за себя по разным причинам. Он готов как бы за эту услугу переплатить, за риск. И тогда банк готов предоставить таким людям, которые хотят получить кредит, либо срочно в течение 2-3 дней, либо без поручителя, но размер кредита будет меньше не 6-месячный, а 3, и под более высокий процент, двойной. То есть гражданам предоставлена возможность выбирать. Вот эта у нас тема начинается с середины следующей недели, и мне сложно сказать, насколько востребован будет этот продукт. Я просто догадываюсь о том, что он будет очень востребован. Но о том, как идет реализация продукта, можно будет говорить чуть позже, когда будут статистические данные по этому направлению. Нет ли угрозы того, что какие-то кредиты вновь не будут возвращаться? Вот вы хороший вопрос задаете. Почему мы сейчас закрываем кредитный комитет и кредитный отдел в Сбербанке и будем фокусироваться на этом кредите? Потому что опыт показал, по истечении 2 лет, 1,5 или 2 лет работы программы кредитования держателей карт АПРА, кредиты получили для нашей страны, мне кажется, это очень большая цифра, более 5000 человек. Более 5000 человек. Все они получали кредиты с поручителями. И анализ показал, что возврат кредитов 99,99%. Это связано с тем, что заемщик не может не заплатить кредит. Ведь механизм возврата кредита заложен таким образом, что сначала зачисляется пенсия или зарплата в банк. Банк до того, как закинет на карточку, снимает с этой суммы причитающиеся объемы денег, остатки зачисляет на карты. То есть невозможно не вернуть. Этот продукт работает идеально. Именно поэтому сегодня, боясь того, что сберегательный банк опять выдаст кредиты, и они окажутся в портфеле неплохо работающих, мы от этих программ отказываемся и все имеющиеся ресурсы направляем на физиков, на потребительское кредитование. И для банка это самый высокодоходный продукт, который позволит за достаточно короткое время выйти в прибыль. Раз у нас в гостях председатель Национального банка, хотелось бы спросить о новых проектах Нацбанка. Какие еще они есть? Новым продуктом и предложением будет это новогодняя акция Сбербанка. С 1 декабря по 31 января будет она действовать.
потому мы назвали ее новогодней акцией, это привлечение вкладов под высокий процент. То есть, если клиент банка вкладывает деньги сроком до 3 месяцев, то ставка процента 15% годовых. Если вкладчик вкладывает сумму до 6 месяцев, то ставка процента 18% годовых. Это очень высокие ставки, и поэтому сроки привлечения ограничены, действуют, еще раз повторюсь, с 1 декабря по 31 января. И минимальная сумма от 20 тысяч рублей для срока на 3 месяца, от 50 тысяч рублей сроком на полгода. Значит, вот второй продукт, который предлагает сберегательный банк. И подробнее я хотел бы остановиться на третьем продукте, и параллельно четвертом, они как бы касаются бонусной программы. С 20 числа сберегательный банк предлагает участвовать в бонусной программе пенсионерам Республики Абхазия. Программа называется «Почетный пенсионер». Мы так объявили эту программу. И она, естественно, добровольна. То есть в ней могут участвовать люди пенсионного возраста, которые получают российскую пенсию на карточке. В чем смысл этой программы? У нас огромное количество пенсионеров, понятное дело, не большинство, но и не маленькое количество пенсионеров приходят за пенсией не каждый месяц. Раз в 2 месяца, раз в 3 месяца. Бывают случаи, редкие, но тем не менее, когда пенсионеры приходят и раз в полгода снимают всю сумму. Но это, как правило, те, которые имеют иные источники доходов. Либо работающие пенсионеры, либо дети их содержат. Ну, причины могут быть разными, но тем не менее статистика показывает, что такое количество пенсионеров большое имеется. И сберегательный банк предлагает им получать бонусы. Если с момента начисления пенсии, первый день начислили пенсию, и проходит 60 дней, то есть 2 месяца, спустя 60 дней пенсионер приходит снимать 2-месячную пенсию, то есть пенсию спустя 60 дней, то помимо пенсии от банка ему предоставляется бонус. Люди, которые получают пенсии свыше 10 тысяч рублей, получат бонус 500 рублей, а те, которые получают пенсию меньше 10 тысяч рублей, получат бонус 250 рублей. В случае, если пенсионер снимает пенсию раз в 90 дней, то тогда бонус уже 1000 рублей равен. И каждый месяц на 1000 рублей больше. Вот те пенсионеры, которые собирают полгода и снимают пенсию за полгода, то они будут получать бонус от сберегательного банка, это как подарок, 2500 рублей. При желании получить бонус, он должен обратиться, обращая внимание, в бонусную кассу. Бонусная касса тоже на проспекте будет находиться, там же, где и кредитование физлиц. И такие бонусные кассы будут находиться в каждом районе. В Гагре это центральный офис Гагры, в Гудауте центральный, так в каждом районе. Когда мы разрабатывали эту программу, безусловно, я общался с огромным количеством пенсионеров, спрашивал их мнение о том, интересно это, будет интересно. Скажу честно, что есть люди, которым было неинтересно, но есть, которые с удовольствием ждут начала этой программы. Но оказалась еще группа лиц, которым эта программа, безусловно, неинтересна, но они себе не могут позволить не снимать всю пенсию, потому что это является важным или единственным источником их существования. Но они очень хотели бы тоже получать бонусы, поэтому, учитывая пожелания людей, пенсионеров, что как бы они оказались выброшены из этой программы, и вот мы разработали еще одну программу, другую. Если та программа называлась у нас «Почетный пенсионер» и не нужно было нигде регистрироваться, то следующая программа, о которой я буду говорить, мы ее условно назвали «Касса», потому что она напоминает кассу, когда сотрудники собирают деньги и там по очереди друг другу передают. Смысл этой программы «Касса», а, кстати, она уже не только для пенсионеров и для бюджетников тоже, заключается в том, что любой желающий может откладывать часть своих денег. Например, у него пенсия 10-12 тысяч рублей в 9, но он готов часть пенсии откладывать каждый месяц и получить ее потом, вот эти накопленные суммы, разом, с бонусом.
Но, условно говоря, ну, для этого нужно обязательно заявить, иначе Сбербанк не будет. Мы же не можем знать, клиент хочет, чтобы с его пенсии или зарплаты снимали деньги. А эта программа когда будет? Программа тоже начинается с понедельника, со среды, потому что в понедельник, со среды именно, да. Но все это на этой неделе. То есть человек приходит, опять же, где бонусная программа, на проспекте, в главном офисе любого отделения. Соответственно, он регистрируется, заявляет о том, что он хочет участвовать в программе «Касса» и говорит о той сумме, которую, чтобы ее снимали с карточки. Либо 5000 рублей, либо 10 тысяч рублей. Если, ну, в зависимости от того, о возможностях того или иного, и желании того или иного человека. И он указывает срок, какое количество месяцев он собирается откладывать в этой программе «Касса». Например, если он говорит, я хочу откладывать 3 месяца, и потом по итогам 3 месяцев получить свои деньги назад. Тогда, условно говоря, если, скажем, зарплата бюджетника там, 15 тысяч рублей, 18, он приходит и говорит, я хочу участвовать в программе «Касса» на 3 месяца. Тогда банк в автоматическом порядке списывает с карточки бюджетника по 10 тысяч рублей. Когда накапливается сумма 3 месяца, клиент приходит за этой суммой и получает бонус 1000 рублей. Поэтому мы будем идти, изучать поведение наших клиентов, смотреть, какие программы. Может случиться так, что ни одна программа из предложенных не пошла и не получила, не нашла отклик. А может случиться другая картина, что все программы были востребованы. Опять же, нам нужно время, чтобы понять, в правильном мы направлении идем или все-таки нам нужно вносить какие-то корректировки. Что будет через полгода, когда Временная администрация закончит свою работу? Через полгода, когда Временная администрация закончит свою работу, будет назначен новый председатель сберегательного банка. И дальше будет уже, я вижу, к тому времени сберегательный банк высокоэффективным учреждением. Но это как бы такие прогнозы у меня, но они не обоснованы, потому что мы рассчитываем не просто какие-то ходы, но с учетом того, какую прибыль или какой доход принесет тот или иной шаг для Сбербанка. В завершение хочу сказать, что Сберегательный банк – это главный, единственный государственный коммерческий банк Абхазии, национальный банк и государство в лице Национального банка. И я уверен, и при поддержке Министерства финансов, правительства делается все и сделается, чтобы буквально в скором времени это был совершенно другой банк, который будет самостоятельно и эффективно конкурировать с другими банками, в котором не будет задержки платежей, который будет очень клиентоориентированный, который будет предлагать современные продукты, интересные для клиентов сберегательного банка. Я благодарю вас за беседу. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Напомню, что гостем нашей студии был председатель Национального банка Абхазии, который рассказал о том, какие меры будут предприниматься для улучшения финансового положения Сбербанка Абхазии. 66 новобранцев абхазской армии приняли военную присягу в Министерстве обороны Республики Абхазия. День проведения... 66 новобранцев абхазской армии приняли военную присягу в Министерстве обороны Республики Абхазия. День приведения к военной присяге является праздничным днем для воинской части. Проводить новобранцев на военную службу пришли их родственники и друзья. Принимая военную присягу, новобранцы дали торжественную клятву в верности своей родине. По приказу министра обороны был создан учебный центр на территории Генерального штаба Министерства обороны. 31 октября начался призыв военнослужащих граждан, которые будут проходить службу в течение 1,5 года. На протяжении 3 недель в учебном центре идет подготовка новобранцев. Призывники в течение 3 недель занимались по строевой подготовке, по огневой подготовке, по физической подготовке. После этого принимается присяга военная. Даются клятва на верность своему государству по защите своей родины. Сегодня прошла церемония, результаты все налицо. Личный состав справился с поставленной задачей. Все военнослужащие распределены по воинским частям и подразделениям Министерства обороны, веренным их подразделениям. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и до встречи в эфире.